то время, когда США и некоторые европейские страны признают преследование уйгуров Китаем геноцидом, молчание исламского мира, особенно тюркского, беспокоит некоторые неправительственные организации в Турции. В этом контексте уйгурские организации в Турции подготовили доклад на тему «Как мы можем поднять уйгурский вопрос на более высокий уровень» и какую работу следует провести в Турции, чтобы остановить геноцид уйгуров. Этот доклад, который был представлен организациям гражданского общества Турции 1 августа, подготовили с учетом мнений Фонда Всемирного уйгурского конгресса, Фонда Уйгурской академии, Турецкого фонда политических исследований и Международной организации молодых ученых, а также многих НПО и преподавателей университетов. Умит Оздак, лидер партии Победы, подверг критике объявление национального траура по лидеру Хамаса Исмаилу Хании, заявив: 33 наших солдата погибли в результате бомбардировок российских военных самолетов. Национальный траур не объявлялся. При этом во время своего визита в Китай человек, по которому мы объявили национальный траур, заявил: в Восточном Туркестане нет никакого давления со стороны Китая. Статистический институт Узбекистана обнародовал экономические данные за первые 6 месяцев 2024 года. Согласно данным, обнародованным ведомством, в январе-июне текущего года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на сумму $1,5 миллиарда. Наибольшую долю в экспортируемой текстильной продукции занимали готовые текстильные изделия и пряжа, в то время как экспорт текстильной продукции составлял 11,8% от общего объема экспорта. Число людей, погибших в результате обрушения моста из-за проливных дождей в китайской провинции Шэньси, возросло до 38, в то время как поиски пропавших без вести продолжаются. Проливные дожди в городе Шанлуо в северо-западной провинции Китая Шэньси вызвали внезапное наводнение на реке Цзиньчань 19 июля, в результате чего 40-метровая секция моста через реку рухнула. Действующий олимпийский чемпион, национальный боксер Бусеназ Сурменалиев встретился с таиландцем Джанджаемом Суванатхенгом в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 66 килограммов. Бусеназ, проигравшая сопернице, пол которой стал предметом споров, попрощалась с турниром. Тайванька Ли Ютин, которая предположительно является трансгендером, ранее была отстранена от участия в чемпионате мира по женскому боксу 2023 года из-за наличия мужских хромосом. Филиппины и Япония провели свои первые совместные учения против Китая в Южно-Китайском море 2 августа. Учения прошли в суверенной экономической зоне Филиппин. 2 днями ранее ВМС Филиппин и США провели аналогичные совместные военно-морские учения. Целью этих учений является укрепление потенциала военной координации двух стран в условиях растущей напряженности в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море.